Проверить документы на месте. Поехали. Так, 240 я проехал. Еще километров 30, по-моему. Асинское ущелье. И будет несчастье. Дай дорогу. Это ракета такая, бычара. Пенсионеров пускаешь? Пенсионеров пускаешь? Все, поехал. О, красота! Я прям мечтал вот там переночевать в этих башнях. Там так все хорошо сделано. Посмотрите на моем канале. Тут овечки. Я прям хочу у Хамтиевых спросить, туда проскочить. Вот можно на мотоцикле вот где-то здесь подняться.
постараться. И вот там переночевать, и утром проснуться, видел закат. Там с пентхауса, с верхнего этажа, с этой башни. И мне тебе жалко, но мне хочется съездить. Мне хочется съездить как можно больше, как можно дальше. Так, я забиваю, беру. Позвонить супруге. Так. Так, Цоры мне показывает уже. Сюда. Поехали. 52 минуты. 20 километров. Неужто правда? Но я попробую. Поехали. Попробую. Вот это отделение, наверное, дальше. Красота. Пускай немного отдохнет, остынет мой коник, маленький коник. А я фотку сделаю здесь. Я ходил тут уже. Так, вон я включен, он оказывается еще. Так вот. О, красота. Собрался и еду в Цоры. Долго собирался, чуть ли не год с лишним. Все-таки собрался. Ну, посмотрим, что получится. Пялинг.
Там дальше будет Ній, а вот сейчас показывают, там за этой горой находятся башни двух жен. По-моему, верхушка... А, нет, то флаг. Ну да. Ну жалко мне их, конечно, эти башни. Ну ладно, поехали дальше, все. Ой, теленочек. Еще один теленочек. Мамаша, ты меня не... Ой, прелесть какая. Хотел сказать, мамаша, ты меня не забодай. Но я в детстве забодала корова, хватит. Вот тут, если присмотреться, вот так идет тропинка туда, к башням двух жен. Крутовато, конечно, но меня жалко эти башни, так что я уже задумался, может там пробить дорогу, каким-нибудь квадроциклом завести, вот сюда вот довести цемент, песок там, а туда уже как-нибудь, цемент же есть по 25 килограмм, можно как-то сделать там, чтобы она не стекала, этот склон больше не растекался. Есть же какие-то технологии, можно сделать. Да, жалковато мне их, честно говоря, совсем жалко. Они сыпятся, они рассыпятся. Грузовик туда не загонишь, а так потихоньку, вплоть до конями. Наверное, простейший способ это конями завести туда цемент, песок. Да песок, может, и не надо. Ладно, мечты. Я не специалист, просто поеду. Помечтал, как говорится, в свое удовольствие. Поехали. Вот показался Ній, поселок, крепость, Ній. Вон дорога справа, еще видать ее. Трава ушла, куда я летом тут был. Была же дорога древности по-любому здесь. Иначе чего они там эти башни стояли. Вон она просматривается. Хорошо просматривается. Еще одно фото сделаю. Это Ній. Вот опять эта башня. Раз, два, три, 4 башни. Вот по-моему, на всех я вижу эти кресты.
Так, а здесь что находится? Ага. Яхты, Керби. Остальное я прочитать не могу. Ну понятно, хотя бы я запомнил. Тоже надо смотреть. Ну да. Рассыпуха, конечно, напрягает. Вот это тут по этой щебенке совсем не нравится мне все как. Тут недалеко уже, вон они три башни. Там еще башни ниже. Ну-ка почитаем, что здесь есть. Так, Мусиева, Меллер, Анкоты. Анкоты я читал, что это Оздоево жили, по-моему. Но если земля справа вся Оздоевых, наверное, все Оздоевые башни есть. Ага. Ну, вот на карте я читал, помню. Там похоже, лужа здесь была, нет или нет, нет. Нет, не здесь нет. Здесь была лужа. Ух ты! Ух ты! Блин, каменюки большие. Дорога-то широкая, хорошая, бывало хуже. Но падать совсем не хочется тоже здесь, не дай бог. Орел летает над этой красотой. Зайчика высматривает. И зайцы, и лисы, и всяких зверей. Кабанов я встречал уже. И медвежьи какашки черного цвета с малиновыми вкраплениями. Ну ладно, поехали. Чуть-чуть тут немного осталось. Должен поехать. А тут уже лужи, я вижу, были. Дорога-то сухая, но вот дождь. А, это стародавняя лужа. Но грязюка все равно здесь присутствует. Ну, вроде да, вниз пошла дорога. Зеленая, интересная опушка. Это опять какая-нибудь дурман трава. Ничего зеленого нету, а там зелень. А, или здесь, да, солнце выжигает, а там как бы, да нет, не запекло. Ладно, поехали так. Кошара. Запах остался, кошара. Ну, наверное, рано. Должны куда-то ушли, наверное. Так, мне вниз и вниз и вниз. Вот так вот. Все-таки я собрался в Цюрих. Блин. Щебенка тут меня раздражает сильно. Солнца нету, да бог с ним. Уже не угодишь, что летом солнце жарит.
скорее бы холод. А сейчас солнце требует. Нормально и так, прохладно. Еду по сравнению с летней жарой, я сейчас в кайфе просто. Вот. Пограничники вон мешочки с песком положили, чтобы зимой не буксовать. Если, в смысле, забуксуют, покидать песочком под колеса. Говорят, эту дорогу построили в Чеченскую войну. Вполне возможно, потому что, если так задуматься, то, по сути, и границы ведь не было с Грузией. Это ж, тут, там застава дальше, это на границе с Грузией. Ну и Чечня там недалеко совсем время уже. Буквально там треугольник такой. Грузия, Чечня и Ингушетия. Вполне возможно, что и дорога не было. Ну, дороги как не было. Тропа какая-то все равно была, наверное. Как-то же в древности караваны-то шли с товаром. Все эти башни построены именно под караваны. Когда татаро-монголы тут прошли, что говорится, о днем и ничего, те пути с китайскими товарами, китайскими или чьими там, как бы прикрыли. И сюда развернулись потом с Дербента. Товары пошли через Кавказ, через Ингушетию и выходили на Черное море. Вот он, Ингушетия, рассвет Ингушетии как раз и произошел в это время, мне кажется. Я так думаю, ну, логично рассудить. Потому что башни строят совсем не дешевое такое удовольствие, согласитесь. Вот, они охраняли караваны, услуги охраны и останавливаться купцам же надо было тоже где-то лошадей поить, кормить самим, где-то не в чистом поле останавливаться на ночь, а во дворе, постоялом дворе, скажем, если по-русски называть, как-то так. Красивая дорожка. Вот я странный человек. Ездил с палаткой, она мне не нужна. Вот сегодня еду, мне палатка по факту, я бы здесь остался на ночь. Я и мечтал в палатке здесь переночевать. Если я палатку не взял, блин. Ну что мне теперь, снова сюда ехать? Да нет, конечно. Эх. В прошлый раз я, по-моему, в апреле ехал, что ли, здесь, или в конце апреля, по-моему, перед самым купом. Тихо, стоять. Варежкой проторговал, блин, сейчас бы в этой грязюке и лег бы нафиг. Разложился бы. Ну да, в конце апреля снег еще был на перевале. А сейчас конец сентября. Вон соли показалось. Рискованный ты человек, Александр Иванович, точно. Ездит. Той башни есть название, но я его не помню. Я напишу в описании, что это за башня. Вот. Она небольшая. Вот это не боевая. Нет, не боевая, это просто живая башня. Вот какая красота.
Ну тоже тропинка я вижу, да, вроде есть. Но желающих нет. Вот теперь представьте 1837 год. 37 или 36, 38, но неважно, вот эти года здесь пришли российские войска под предводительством барона Розина. Капает точно. Ой, хорошо уже начинает капать. Ну, не хорошо, но капает. Ладно, не буду продолжать. В описании напишу, что я хотел сказать про капает. Уже точно. Так, что я могу здесь? Что я могу здесь сделать? Так, здесь поставили шлагбаум. Камеры и раньше стояли. Да. Сори, ОАСЕК, а вот проехал ОАСЕК, Аршаут, Гершки и Вицы. Капает дождик. Тут много описаний, вон, все хорошо сделано, что выставили. Что делать-то, а? Так, ладно. Дождик мне не нравится. Но это не ливень, наверное. Горы, конечно, горы. Тут не угадаешь никогда. Достаю я камеру, пройду. Тут у меня продукты. Я запасся, конечно, с запасом, но я не взял ни кепки, ни куртки. Я так торопился удрать из дому. Ладно, а потом подниматься. Тут уже недалеко осталось. Там застава. Тут, короче, туда он Чечня получается. А вот там Грузия. Я не знаю, как там. Где-то там переход должен быть в той стороне. По идее, в советское время был переход. Ну как переход? Границы-то не было. И жители Хевсурети, Муцо, там Шатили ездили сюда, в Чечню, отовариваться. Вот так им было ближе, чем сюда, в Грузию ехать. Ну вот, а здесь вот такая вот такой вот пейзаж с моим конником верным.
Пожалуй, надо возвращаться домой, да? 300 километров до сюда мне, 300 с небольшим. Ну вот, что говорится, рукой подать до Хипсуретии. А отсюда ехать, по-моему, 400 с лишним километров. Так я уже мечтал, и опять не съездил. И опять сижу дома. Ладно. Красота. Пускай огонь.